Как он вообще ездит? Как вы? Вы не на парад же его вытащили? Ну, мне мэрия предложила почему-то приехать. Ну, поэтому я вот согласился. А так вы на нем по городу ездите? Нет, я не езжу. Это, у меня ОСАГО не пропускает компания эта, которая меня не пропускает почему-то. А что им... Или машина старая, или я сам старый. А сколько вам? Мне 81. А покупали эту машину когда? Ой, я давно ее купил. Где-то лет 20 она уже у меня. Это М-21 Волга. У Путина таких две. М и Р. Вот. Он, значит, ну, мне тут всякие налоги, а вот ОСАГО ничего мне не пропустили. Вот хорошо, что с мэрии сами пригласили меня. Она лучше каких-то других машин современных, можете сказать, как она, чем она, эта Волга? Нет, она уже лучше нет. Уже, ну, как сказать, отстала. Двигатель 74 лошадей, а вес ее 1,5 тонны. И поэтому слабоватый двигатель для него надо. А так это на газ. У меня газ подешевле. У меня он не на бензине, не на газу идет. И где вас можно А зовут вас? Меня зовут Виктор Алексеевич. Участник венгерских событий. Имею несколько наград. А вы в Туве родились или приехали в каком-то году? Нет, я с Горного Алтая. И когда приехали? В каких годах? О, приехал я, когда комбинат Тула-Кобальт построили, я на работу на Тула-Кобальт. Работал, пока Кобальт обанкротился. То есть вы всю историю знаете, комбината можно с вами поговорить? Конечно. Все знаю. Если бы помогли мне ОСАГО, это еще бы лучше было. Вы бы ездили по городу? Если бы ОСАГО вам разрешили проезд? Я бы ездил по городу. А так, все, я боюсь. А другая машина у вас есть, наверное, да? Нет. Это ваша единственная машина, и вам не разрешают? А то меня будут штрафовать. Путина, конечно, не штрафует, а меня. Вот так вот я и сказал. Прошел, права заменил. Мне срок истек. Все у меня, кроме ОСАГО. Так что я еще могу ездить. О, телефон там был. Или нет?
Пока работу можно. Редкая встреча. Симпатичные, колоритные. Как это делать? А, я знаю, так это. Миша, жестко, грязно. Просто рядышком будет. Или вообще не. Я могу сказать. Я ее поставила. Кто здесь стоял? Ой, привет. Все так, рядом. Ты же 30? А где ты? Вот и когда же Сайдана? Даяна из кармана. И регулируешь темп Саша нас фотографирует. Не стоит прогибаться под изменчивый мир. Пусть лучше он прогнется под нами. Однажды он придется под нас. Вот там тоже. Так родился город на берегах великой сибирской реки Енисей. С днем города, уважаемые жители и гости! Белоцарск 1900. Основоположником Кызыла является Владимир Константинович Бабаев. Для осуществления взаимодействия российского государства и Урал-Хальского края были необходимы соответствующие учреждения, в связи с чем правительство России уполномочило заведующего устройством русского населения создать
В местности Виланы при слиянии двух Енисеев. Административный центр. В конце марта 2014 года Владимир Константинович Кабаев возвращается из Петербурга в Туву с отрядом землеустроителей и берется за строительство переселенческого пункта. Строений с населением 468 человек, из которых служащих было члены их семей. По однодневной перевеси произведено 4 головы. Давайте поприветствуем бурными аплодисментами. Договор о дружбе между Тувой и СССР был подписан в 1926 году. Одним из результатов его подписания было переименование Хембельдери в Красный. Переименование названия города на город Красный свою роль сыграл Иннокентий Кинский Кызыл-Хорой. Да здравствует город Кызыл! Город получил новое название Кызыл-Красный, который всегда утвердился как название Тувинской столицы. Приветствуем студентов Тувинского государственного университета! Ура! Первое культурно-просветительское учреждение возникает в Кызыле. Это городская библиотека, Дом культуры, кинотеатр, Республиканский музей, Национальный театр-студия. Кызыле получает развитие народное здравоохранение, просвещение. Городского Урала представителей. Давайте вспомним. Зоя Назатыевна, Дмитрий Колчанович Дангак, Роберт Еремеевич Доржук, Владислав Товарищевич Ховалых. И сегодня наш мэр города Кызыла Карим Байрамович Саданов. Дорогие друзья, встречаем колонну Кызыл сегодня. Кызыл сегодня! С праздником тебя, Кызыл, наш любимый город, столица Республики Тыва. Федерация УШУ Республики Тыва. Настоящего города — это центральная, правобережная, горная, Пушкинская и 5 прачечных самообслуживания. По Красноармейской — центральная, правобережная, горная и Пушкинская. С праздником, дорогие друзья! Дорогие друзья! Молодцы! Ура! Составите перейти в нашей любимой столице, городу на берегах могучего Енисея. Приветствуем колонну Кызыл будущий! Будущее нашего города — это наши дети, наша смена, наша надежда и опора! Наше счастье, наши дети, вы дороже всех на свете! Колонна детской хореографической школы города Кызыла представляет своих преподавателей, сотрудников школы и одаренных детей, 7-кратных обладателей гран-при международных и всероссийских конкурсов, образцово-детский классический балет «Талантос» города Кызыла! Обладатели гран-при в Болгарии, лауреаты первой серии всероссийских международных конкурсов, студия спортивного танца «Фиеста». Дорогие друзья, это перед вами самое младшее поколение будущих врачей, учителей, юристов, космонавтов, биологов, инженеров, гениев. Ведь дети — это наша гордость, наша радость! Лауреат всероссийских конкурсов ансамбли народного танца.
Федерации, мастер спорта России по художественной гимнастике Удока Алена Викторовна. За эти годы юные гимнастики принимали участие во всероссийских международных соревнованиях. Мы приветствуем Федерацию УШУ Республики Тыва. На главной площади республики Федерация УШУ, спортивная школа Чебихан. Федерация за здоровый образ жизни, воспитание гармонично развитых патриотов страны. Федерация УШУ Республики Тыва, спортивная школа Чебихан. Отмер. За 10 лет Федерация выпустила чемпионов и призеров Сибирского федерального округа, России, Европы и мира. Дорогие друзья, встречаем воспитанников спорт водоры. Мэрия города Кызыла в апреле месяце 2019 года начали проводить турниры по дворовому мини-футболу, стритболу и стрит-воркауту. Встречайте колонны школы гимназии номер 9 города Кызыла. Школьная пора – самая насыщенная и невозвратимая часть нашей юности, часть жизни. Гимназия номер 9 города Кызыла. Маленькая страна. С праздником! Ура! 500 учащихся, из них 250 на музыкальном отделении, 150 детей в художественном. Дорогие друзья, кызылчане готовы, как родные люди, потому что привыкли жить одной семьей. И в унисон сердцам тысяч кызылчан в день празднования 105-летия звучит гимн нашего города. Для поднятия флага города Кызыла приглашаются глава города Ирина Владимировна Казанцева и мэр города Кызыла Карим Байнагович Саганов. Еще раз с праздником. Подружился навек, пусть летят в неизвестность года, будут жить на земле города,
колесницы я совершу полет. Мне час свидания